За 3 года существования нашего сайта мы многого добились. Уже сейчас Спортдиалог входит в число крупнейших спортивно-развлекательных порталов Восточной Европы. Для нас важно показать, что спорт — это не просто сухая статистика или результат на табло, а в доступной, развлекательной и легкой форме донести до наших читателей информацию о самых важных событиях и крупных соревнованиях. Мы вступаем в открытый диалог с нашими читателями и отвечаем на все запросы нашей аудитории. Все это делает Спортдиалог уникальным журналистским проектом, не имеющим аналогов в отечественном интернете. Спортдиалог – это уникальный проект. Он объединяет в себе информационное интернет-издание, интернет-радио и телевидение. Чтобы не говорили канадцы, хоккей – это российский вид спорта, и на нашем сайте мы уделяем ему достаточно важное внимание. Помимо аналитики, также присутствуют развлекательные статьи, как, например, рейтинги о наиболее стильных вратарских масках или самых необычных шайбах. Материалы развлекательной направленности и какие-то серьезные аналитические материалы, они достаточно дружно соседствуют на страницах нашего сайта, и, как показывает практика, читателям это нравится, и если мы получаем от них определенную положительную отдачу, значит, мы делаем все верно. Спортдиалог является первым и единственным спортивным информационно-развлекательным порталом в России и странах ближнего зарубежья. Я с удовольствием рассказала бы вам про то, как мы ведем новостную ленту, но у меня там Фалькао Юнайтед переходит и результаты матча НБА, а новости ждать не могут. К сожалению, баскетбол не является спортом номер 1 в России. В Спортдиалоге я пытаюсь доказать обратное. Мне всегда есть что обсудить с нашими читателями. NBA, Евролига, Кубок Европы, ВТБ, ПБЛ и многое другое я пытаюсь осветить интереснее и ярче. Качественные журналистские тексты, радиопередачи и видеоролики, подготовленные лучшими журналистами России, уже обеспечили нашему изданию известность и популярность среди спортивных болельщиков по всей стране. Во время футбольного матча тысячи сердец бьются в унисон, а наша задача, как настоящих дирижеров, заставить этот момент длиться вечно, ну или почти вечно. Биатлон и теннис на самом деле не такие уж разные. И там надо быстро бегать и не мазать. Поэтому я утром прихожу в офис, чешу бороду и быстро соображаю, чтобы еще такого написать, чтобы попасть в нашу аудиторию. По-моему, у меня получается. Я отвечаю за футбол во всех его составляющих. Будь то всевозможные рейтинги, обзоры матчей, прессы, до тех же гостевых книг. Для человека, который всю свою сознательную жизнь болен самой популярной игрой на свете, это, по-моему, идеальное положение дел. Вообще, здорово ведь заниматься тем, что для тебя действительно важно, и приходить на работу с удовольствием. Существует мнение, что женщины не разбираются в хоккее. Спортдиалог разбивает стереотип. Моя работа – знать о лучшей игре с шайбой все и немножечко больше, и рассказывать об этом вам. А еще писать живые репортажи из биатлонных командировок и освещать другие зимние виды спорта. Карикатуры, шаржи, инфографика для сайта, дизайнерские решения. Все мои навыки пропускаются через призму спорта. Ну и, конечно, мне очень помогают мои спортивные увлечения. Так что, можно сказать, спорт у меня в крови. Мир спорта постоянно меняется, поэтому наш сайт должен быть гибким и удобным в управлении. У нас постоянно возникают новые форматы и появляются новые потребности. Моя задача – оперативно реагировать и качественно выполнять поставленные задачи. Спортдиалог – это не только текстовое интернет-издание. Я с удовольствием занимаюсь радийным и телевизионным сегментом нашего сайта. У меня есть возможность встречаться с известными спортсменами, брать у них интервью, общаться с ними в прямом эфире, записывать видеоблоги на актуальные темы. К тому же создание мультимедийного контента – это перспективное направление в развитии интернет-СМИ. Sportdialogfm.ru с огромным приветом всем тем, кто имеет отношение в качестве работников или зрителей этого славного портала. Всегда ваш Дмитрий Губерниев. Спортдиалог ТВ – это еще одно направление развития нашего сайта. И оно, как и все видеотехнологии, никогда не стоит на месте. Интервью, пресс-конференции, имиджевые ролики, прямые эфиры, видеотрансляции, видеоблоги, документальные фильмы. Мы охватываем все форматы видеоконтента. Ведь видео – это настоящее будущее любого интернет-проекта. Сейчас Спортдиалог посещает уже более 1,5 миллиона пользователей, делая 2 миллиона 700 тысяч просмотров в месяц. 50 тысяч уникальных посетителей из разных городов России ежедневно заходят на наш сайт в поисках актуальной и эксклюзивной информации. Также Спортдиалог входит в топ-30 спортивных сайтов страны и является ведущим спортивным интернет-изданием Северо-Западного федерального округа.
Я верю, что уже в самом обозримом будущем о спортдиалоге будут говорить не только люди, увлекающиеся спортом, но и совершенно от него далекие, как, например, бабушки у подъездов будут обсуждать трансферные слухи, ссылаясь на наш портал. Я вижу такой же веселый и амбициозный коллектив, и я, конечно, вижу полное единение журналистов и читателей в том, что касается каких-то общих тем и интересов. Я вижу его тем порталом, который будет добавлен в закладки браузеров у десятков тысяч пользователей по всей России. Может быть, не только России. Спортдиалог имеет все перспективы стать неотъемлемой частью российского интернета, а возможно не только российского. В будущем я вижу спортдиалог одним из ведущих спортивных ресурсов с многочисленной читательской аудиторией, партнерскими соглашениями, большим количеством сотрудников. Надеюсь, спортдиалог станет голосом спорта России. Для меня будущее спортдиалога – это вещание в FM-диапазоне и полноценный телевизионный канал. Станьте частью уникального амбициозного проекта. Вместе мы сделаем спортдиалог ведущим порталом России.